Я поднял вопросы, которые поступают с регионов, это строительство школ и питьевой воды. А также поднял вопрос о реализации Конвенции о правах инвалидов. Мы ее ратифицировали, но теперь пора ее реализовывать. Вот эти вопросы я поднял сегодня. А мы полностью уже в трех чтениях конвенцию? Конвенция уже подписана даже, она вступила в силу с 13 марта этого года. А там проблемы нету с финансированием по исполнению ряда? Прежде чем думать о финансировании, нам нужно посчитать, какие расходы нужны в первую очередь. И вот я попросил, давайте создадим быстро рабочую группу, посчитаем, и уже, чтобы мы в 2020 год могли вносить изменения. Ну, сегодня две таких остро социальных вопросов я поднимал. Первое относительно нашего образования, относительно непосредственно строительства школ. Вот, в центральной части города Бишкек за период независимости ни одной школы новой не было построено. У нас переуплотненность очень сильная. Вот 97 школ у нас в столице, 80 тысяч проектная мощность, 80 тысяч ученических мест, а обучается в целом 150 тысяч учеников в 2 раза. А в центральной части вот, в школах у нас переуплотненность в 3 раза. Вот, о чем это говорит? Во-первых, обучение в 3 смены идет. Во-вторых, большое количество учеников в классе, то есть информация, возможно, не каждому персонально можно уделить. В-третьих, каждое 1 сентября, вы знаете, всегда поднимается вопрос о коррупции в школах, в руководстве школ и так далее. А что мы конкретно сделали для того, чтобы убрать эти коррупционные риски? Мы ни одной школы в центре города не построили. Вот, поэтому я поставил вопрос о том, чтобы правительство рассмотрело возможность ежегодно из республиканского бюджета, чтобы планировали строительство хотя бы одной школы. У нас сегодня уже потребность в городе Бишкек 25 школ нужно построить. Кроме того, ежегодно, это хороший показатель, у нас первоклассников увеличивается на 10 тысяч учеников. То есть город растет. Количество детей растет. Это очень хороший показатель. Но для того, чтобы им дать качественное образование, воспитание, мы должны, естественно, уделять этому внимание. Это первично, это приоритет, я считаю. Это первый вопрос. Второй вопрос, это связан с нашими дольщиками многострадальными. Речь идет о тех добропорядочных приобретателях, наших граждан, которые купили квартиры и сегодня не могут вступить в права собственности, не могут получить государственные акты о приобретении, потому что по тем или иным причинам эти дома, в которых они купили квартиры, не сдаются в эксплуатацию. А причины разные. И сегодня вот у нас таких в городе порядка 2000 квартир, то есть 2000 семей. И я считаю, здесь правительство, как гарант конституционных прав наших граждан, они не должны оставаться в стороне. Биринчиден база коргондо 3 мектептин баштапкы класстарга ысык тамак берүү боюнча бул жерде Япония элчилиги, анан Марисимо деген агенттиги атен каржылап берүү боюнча проект боюнча көтөрдүм да бул жерде ошо айылдарга бир 700 000 сом каражат керек экен да ушул маселе ишке ашыш үчүн. Анан ошо боюнча өкмөткө кайрылдым. Эгерде ушул ишке ашып калса, ошол жерде 3 мектептин баштапкы класстагы балдар ысык тамак менен камсызданат. А экинчи маселе болсо, биз Кыргызстан фракциясы жыйын өткөрүп, өкмөттүн Алтынай Сейитбековна келген вице-премьер ушу социалдык тармакты көзөмөлдөгөн. Быйыл 2019 жыл спортсмендерге өзгөчө жыл да. Эмне үчүн дегенде 32-чи жайкы олимпиада Токиодо өтө турган. Ошонго даярдык. Биздин кыргыз балбандар, эми кыргыз спортсмендер ошонго лицензия алыш керек да, жөндөм алыш керек да. Эмне үчүн дегенде канчалык көп лицензия алсак, ошончалык биздин мындай үмүтүбүз бар да. 29 жылдан бери өзүңүз билесиз, алтын медаль ала элекпиз да. Ошонго алтын медалды алыш үчүн көп лицензия алалы деген үмүттө ушу госагенттиги 95 миллион кошумча каржы сураганда, ошо акчаны карап берсеңиз жакшы болмок. Эмне үчүн дегенде кыргыз спортчулары, кыргыз спорттун күйөрмандары биз көптөн күткөн алтын медалды алабыз деген үмүттөбүз да. Ошо боюнча кайрылуу айттым, ошону көзөмөлгө чечип берсеңер жакшы болот деген. В Аксайском районе Кызылту айыл өкмөтү есть такая школа Мамадалы Барпиева.
имени. Эта школа построена в 2006 году. Из-за того, что там произошло оползень, они построили за 3 месяца из каркасных сооружений. И именно из-за чего происходит, которые внутри наполняли наполнитель, он какой-то химический, когда реакцию дают, и запах исходит, и дети, цветы вообще не растут, и дети падают, и учителя падали в обморок, и несколько раз. Из-за этого родители 400 чем-то человек, и всего там 402 ученик учится. Все родители подписали письмо, есть у меня, и они отказываются. Они хотели вообще 1 сентября 2018 года детей своих не отправлять. Это где-то в июле мне письмо поступило. Я поехал и примером и со всеми переговорил. Они сказали, надо, чтобы им дать, чтобы они в этом году начали учиться. И со следующего года мы им разрешим и начнем стройку. Но я как слышал, этот список в этом году не попал. Но это происходит из-за чего? Из-за того, что у нас денег не хватает. Я их понимаю, но родители и наши дети за этого не ждут, поэтому я еще раз правительство попросил, чтобы нашли денег на эту школу и построили. Потому что эта школа уже... такая школа один есть в Кочкорском районе, село Туз. Там тоже падает. А его начали строить, а эту школу пока еще не начали, потому что и дети падают, и и МЧС, и Министерство образования, и Министерство здравоохранения все дали экспертизу провели и дали как бы результат, что там нельзя, заключение, что там нельзя учиться. Сегодня я поднял вопрос создания условий для учащихся. Это в Высокотинском районе, в селе Сенташ, отсутствует спортзал из-за того, что отопление на электричестве, есть ограничения, которые введены Североэлектро. Классы зимой в классах очень холодно, отсутствует ремонт в актовом зале. Это то, что касается средней школы села Сенташ. А то, что касается, также я поднял вопрос средней школы гимназии села Новопавловка Соколовского района. Там в школе, где здание рассчитано на 900 учащихся, учатся 3128 учащихся. Нулевой первый класс учатся 4 смены, представляете. Вторые и 4 классы учатся в 3 смены. И с 5 по 8 учатся 2 смены. То есть почти в 3,5 раза количество учащихся превышает проектную мощность. Земельный участок позволяет построить дополнительный корпус. И Айлёкмут обратился к мне с письмом, я сам съездил, посмотрел. То есть земля позволяет построить еще один корпус. Тем более все вот из-за внутренней миграции, из-за качества образования в этой школе очень много желающих отдать своих детей именно в эту школу. Поэтому если правительство выделит средства, то это решило большую проблему именно в Соколовском районе. Саламатсыздарбы, бүгүнкү мен көтөргөн маселе эң негизгиси биздин суу сактагычтар боюнча айтып кеттим. Ошол эле Таластагы, Кировдагы, Бакай Атадагы Киров, бул жактагы негизи эле Кыргызстандагы суу сактагычтар боюнча. Биздин суу сактагычтарыбыз жалпысынан коңшу мамлекеттердин айыл чарбасына ушундай багытталып курулуп калган да. Ошону мен өкмөткө бир сунушту бердим. Өзүбүздүн суу сактагычтарыбызды бир жакшы бир деңгээлде пайдалансак, канча деген жерлерибиз кайракы болуп, бүгүнкү күнү эгин эгилбей, жерлерибиз каркыраган талага айланып баратат да. Ошондуктан ушул маселе боюнча эч канча деле каражат кетпейт. Ошол жерде суу сактагычтарды биздин кайракы жерлерибизге суу чыгаруу боюнча өкмөт ушуну ойлоп чыкса, биз өзүбүздө келечектеги будайды азыр импорт кылып алып атпайбызбы? Ушу көз карандысыздыктан алыс болот элек. Суу алып чыгып эгиндерибизге суу болгон жерде эгин эксек, өзүбүз мамлекет Кыргызстанда жалпы эгиндерибизди же болбосо кандай бардык маселелерибизди чечип алмакпыз да, башка мамлекетке көз карандысыздык болбой. Эң негизгиси биз суунун башында тургандыктан биз суунун
башында турабыз, ошондуктан биз суну туура пайдалана албай жатканыбызга өтө өкүнүчтүү да.